На телеканале «Ингушетия новости 24». Смотрите в этом выпуске. Помощь для нуждающихся. Более 700 продуктовых наборов получили жители Назрани. Акция «Мехксар» охватила весь регион. Тележка добра в месяц Рамадан. Акцию помощи пожилым людям и малоимущим семьям развернули и волонтеры ОНФ. Помним, чтим, гордимся. Лица победы. Расскажем о судьбе кавалера орденов Красного Знамени и Красной Звезды Ахмете Дудургове. – 10 633 случаев заболевания выявлено в стране за сутки. Каждый день цифры выше показателя предыдущего дня на 1000 человек. Общее число болеющих COVID-19 в России уже приближается к 135 тысячам. Выздоровело 16 639 и 1280 человек умерло. В Ингушетии 51 новый случай заболевания за сутки. По последним данным оперштаба всего скончались 26 человек, а общее число болеющих достигло 865. Выписаны из больницы всего 158 человек. Под наблюдением остаются около 1400. Не мешайте нам работать. С такой просьбой обращаются к жителям врачи региона в связи с последними случаями непонимания, даже беспорядков в больнице со стороны некоторых жителей. Наша реанимация перепрофилирована под ковидную реанимацию. Здесь 49 коек реанимационных пациентов. Из них 12 у нас на аппарате ИВЛ. Я хочу сказать, что невозможно работать в таких условиях. Мы понимаем, что это умирают чьи-то мамы, папы. Но и каждый раз к нам, если будут заскакивать родственники больных и с нами скандалить, о чем-то спорить, ну поймите вы, что так невозможно работать. Мы делаем все возможное. Пожилые и старики, они очень сильно подвержены этой инфекции. Что они тяжелеют, уходят на искусственную вентиляцию легких и затем умирают. И поймите, не наша вина, это болезнь такая. Мы делаем все возможное. У нас есть экипировка, маски, респираторы, формы, все у нас есть. Если кто-то скажет, что нет, он врет. Родственники пациентов заходят, залазят даже через окна к нам. Вчера разбил стекло, один ушел. Сегодня вы видели, какой ролик выпустил, он заскочил. Молодой человек, который не одетый по форме, со шлюза, где он переодевался, увидел, что заходит посторонний, забежал за ним вслед и пытался его вытащить. Это наш доктор. Я не знаю, вот вы добьетесь того, что все сотрудники уйдут домой. Мы не заказываем ни одно лекарство в этой больнице. Питание пациентов на должном уровне. Кормим из одноразовой посуды. Делаем все возможное. دادي سبخنا пересменки уж. حبوا بيعمل جال حتى بواش حتى проблем خنيك. أصبح نسيحن целый день هوكي زوات نحم بيحتابي جبلتي. أدخل سحل داخل. Sister official Catherine كاج منين بكي محاجات قناة ده لورش قالهم ده لازر جاد المدينة أو بسبب بواتي لورش ديك حاجات فرق قالهم ده خذوا بالك بوبي تنشو كيس جودت أو لورش تموج بخنجيبه تانكود من بوبي شو ده نفسه استرجع دي بس أمزاج أول بوبي لا تجد كاتب تكتب ونستيج جوات الشيء Вызови кнопки на столе. Кнопка откроешь. Третий этаж, первый этаж, ловеса, и первый этаж, третий этаж, ловеса. Так 20, хауган, 20. Разом.
Более 700 продуктовых наборов доставили накануне нуждающимся семьям Назрани. Благотворительную помощь оказали в рамках республиканской акции, организованной главой региона. САО распределили по спискам малоимущих в 4 округах города – Альтиевский, Гамурзиевский, Насыркорский и Центральный. Подробности в репортаже Дианы Дударовой. Еще более 700 семей порадует Мехкасах. Это республиканская акция, запущенная по инициативе главы Ингушетии Махмута Али Калиматова. Ее главная цель – поддержать людей, которые оказались в тяжелом материальном положении из-за эпидемии коронавируса. Благотворительная акция охватила всю географию республики. Так, сегодня продуктовую помощь окажут остро нуждающимся жителям Назрани. 4 административных округа Назрани – Альтиевский, Гамурзиевский, Насыркорский и Центральный. Миссию доставить САО до 719 адресатов приняли на себя волонтеры и представители администрации Назрани. К разгрузке первых наборов уже приступили. В каждый из них входят продукты первой необходимости. Это мука, сахар, масло, чай и ящик с яблоками. Один из продуктовых комплектов передают Азе Дзариевой. Почти 20 лет семья снимает квартиру, никто не работает. Дочь Азы недавно перенесла операцию и не может ходить. Женщина делится, помощь в такой тяжелый период для них неоценима. Оказать помощь именно тем людям, которые больше всего в ней сейчас нуждаются. Такую задачу перед собой поставило руководство региона. Составляя списки нуждающихся местными властями, была проведена тщательная работа. Также получают помощь в рамках республиканской акции семьи, которые состоят на учете в фонде ТЕШа. Это малоимущая часть населения. То есть та часть населения, которая не вполне способна обеспечить себя продуктами питания на неделю или более. Опять же, семьи, которые многодетные семьи. Опять же, семьи как вы выразились, и с инвалидными членами семьи. Мехкасах получают и жители другого общежития в Назране. Сона Евлоева делится, что такую помощь ей оказывают впервые. Женщина-инвалид первой группы. Перенесла инсульт, страдает сахарным диабетом, а передвигаться может только с тростью. Ее семья состоит из 5 человек, а из дохода только пенсия Соны. Ее едва хватает на все нужды. Поддержать оказавшихся в сложной материальной ситуации в тяжелое время может каждый желающий. Руководство региона призывает всех, у кого есть возможность, помочь нуждающимся в период пандемии. Ведь многие, находясь на самоизоляции, остались без дохода, кто-то вовсе потерял работу. А в месяц Рамадан – это еще один повод увеличить и благие дела и заслужить довольство Всевышнего. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24. Сегодня исполнилось бы 138 лет ингушскому просветителю, политику и публицисту Висенгерею Джабагиеву. Первый председатель парламента горских народов Северного Кавказа и Ингушского национального совета. Он учился в Европе, окончил 2 высших учебных заведения – Рижский политехнический и Берлинский сельскохозяйственный институты. До революции занимал должность вице-директора земледелия России. 40 лет провел в эмиграции. Висенгерей Джабагиев написал множество статей о проблемах сельского хозяйства, Кавказе и исламе. Работал над проектом ингушской азбуки на арабской основе. Ну а его главная книга «Русско-Кавказская война» после смерти автора вышла в Стамбуле на турецком языке. Сегодня Всемирный день свободы печати. Этот день провозгласила в 1993 году Генеральная ассамблея ООН. Он является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Каждый год этот день посвящен определенной теме. Различными общественными организациями и журналистскими объединениями во многих странах обычно проводились массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ. Но по известным причинам теперь все мировое сообщество перенесло все значимые события и праздники в дистанционный формат. Акцию помощи пожилым людям и малоимущим многодетным семьям развернули волонтеры ОНФ.
В продуктовых магазинах и супермаркетах региона установлены тележки добра, в которые каждый неравнодушный житель может положить купленные в подарок продукты. Собранные наборы уже начали раздавать нуждающимся. Об акции сюжет Даны Плиевой. Что к ним заглянут гости с пакетами продуктов, жители не ожидали, но тем приятнее стал визит. О малоимущих семьях, проживающих здесь, активисты ОНФ узнали совершенно случайно, возвращаясь с очередного выезда по оказанию помощи маломобильным людям. Заметили по обратной дороге одинокий домик щитовой и коляску инвалидную у входа. Решили поинтересоваться. Поздоровались, узнали у хозяина, что он проживает в данном домике с супругой, инвалидом, ухаживает за ней. А также выяснилось, что поблизости еще около 11 семей, проживающих с таким же материальным недостатком. Волонтеры тут же составили новые списки и при первой же возможности приехали с продуктовой помощью. Такое внимание глубоко тронуло и Руслана Тукаева. Поделившись своей историей, он и не думал, что его и соседей так поддержат. Но в этот священный для всех мусульман месяц часто происходит что-то хорошее. Благодарят за продукты питания и другие получатели. Руку помощи в этом богоугодном деле протянули сами жители республики в рамках акции «Тележка добра», запущенной Народным фронтом региона. Вот такие тележки установили в 14 различных продуктовых точках Ингушетии. Заполнить ее может любой желающий, купив и оплатив товар на кассе. Следом в дело вступают волонтеры ОНФ, которые разносят продукты малоимущим семьям. Акция охватывает всю географию республики. Тем, кому необходима поддержка, может обратиться в колл-центр акции взаимопомощи ОНФ, открытой в регионе по номеру 8 800 234 11. И активисты фонда внесут вас в список и постараются помочь. Тележка добра, стартовавшая в рамках всероссийской акции «Мы вместе», направлена на поддержку жителей в период пандемии. Самыми первыми к ней в регионе присоединился Общественный народный фронт. И волонтеры ОНФ надеются, что за это время в ней примут участие многие. Дана Плиева, Новости 24. В преддверии 75-й годовщины победы советских войск в Великой Отечественной войне мы вспоминаем о героях, стоявших на защите Родины. Увековечить их подвиг призван проект Минобороны «Дорога памяти». Это уникальная мультимедийная экспозиция, созданная на основе фотодокументов о бойцах, командирах и тружениках тыла. В крупнейший военно-исторический памятник вошли имена более 23 тысяч уроженцев Ингушетии. Работа по сбору данных в регионе завершена. Мой прадед – летчик-истребитель Аздоев Мурат. Я тогда вырасту, я тоже буду летчиком военным. Боевой настрой и желание парить в небе у маленького Абдулмалика в крови. Правнуку героя и не подобает думать о чем-то другом, кроме как о родине и ее защите. Своего прадеда он не застал в живых, знает о нем лишь из рассказов старших. О многочисленных подвигах летчика Мурада Аздоева потомкам напоминают ордены и медали, среди которых и звезда Героя России, которую на своей груди носит будущий летчик Аздоев. Потомки участников Великой Отечественной хранят память о предке-герое, живут скромно, но говорить о таком дедушке и отце без особого чувства гордости невозможно. Он в 1939 году поступил в школу, авиашколу, Грозненскую школу поступил. Оттуда окончил эту школу, оттуда перебрался он в Армавирский аэроклуб. Армавирский клуб окончил в 1941 году, 22 июля, ушел на фронт. Легендарный летчик Мурат Аздоев воевал на Западном, Сталинградском, Брянском и Втором Прибалтийском фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. В сентябре 1941 года в воздушных боях на Орловском направлении летчик Аздоев записал на свой счет первый сбитый самолет противника. За период войны сбил в воздухе и побил на земле более 25 самолетов врага, 30 танков, уничтожил более 300 недругов. В мае 1995 года за мужество и храбрость, проявленные в бою, Мураду Аздоеву присвоили звание Героя России. Мурад Ахметович также награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степеней, Красной Звезды. Пользуясь своими боевыми возможностями, в небе Мурад Аздоев совершал невероятные трюки и даже сбрасывал посылки родным. Сделал маленький парашют, сделал посылку для матери отца своего.
Они рядом там воевали, он взял эту посылку, выбросил на свое село. И через неделю-две, говорит, письмо пришло, сынок, мы получили посылку. Интересные, некоторые вещи там интересные рассказывали. Имя Мурада Оздоева, как и тысячи других защитников Отечества, внесено в дорогу памяти. Это проект Министерства обороны России, призванный увековечить подвиг бесстрашных защитников Родины. В день празднования Дня Великой Победы в подмосковном парке «Патриот» откроется главный храм вооруженных сил страны. Дорогой к нему длиной в 1418 шагов, символизирующих количество дней и ночей войны, станет уникальная мультимедийная экспозиция, созданная на основе фотодокументов о бойцах, командирах и тружениках тыла. Это крупнейший военно-исторический памятник. То есть с этой стороны у нас все события на каждый день войны, то есть ничто не будет забыто. А с той стороны у нас портреты участников, их карточки, их личные дела, портреты всех непосредственно участников Великой Отечественной войны, то есть порядка 33 миллионов должно быть сюда загружено в такие мультимедийные панно. Работа по сбору фото и текстовых документов для внесения в единую базу данных об участниках сражений 40-х в Ингушетии завершена. В списках значится более 23 тысяч наших земляков. В республике создано 18 пунктов сбора и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной. К работе по восстановлению исторических данных были привлечены сотрудники правительства, военного комиссариата, порядка 600 волонтеров и юнармейцев. В военном комиссариате Республики Ингушетия организована работа групп по сбору и обобщению материалов об участниках Великой Отечественной войны. В годы войны из Ингушетии призвано 21 560 граждан. Собрано и направлено материалов на 23 223 участников. В ходе войны погибло 6579 человек. Эти имена высечены на мемориале памяти славы здесь, в Насыркорте. Активную помощь в сборе данных оказали жители региона, родственники и потомки участников войны. Из семейных архивов в информационный раздел «Дорога памяти» были внесены бесценные материалы. Все загруженные данные уже прошли модерацию и обработку и вошли в дорогу памяти. Мы, значит, чтобы наши старики честь не потерять, мы должны защитить Родину. И красные партизане, и все, значит, пошли в военкомат без повестки, без ничего защищать Россию. Сразу на войну. Так. И весь опустили наши поселки. Честь дороже жизни. С таким настроем отправлялись на войну наши предки. У них была только одна цель – разгромить врага и снова сделать небо над Родиной мирным. Камбулат Гайсанов ушел на войну 16-летним подростком, попал в партизанский отряд, затем участвовал в боях за Малгобек. В сентябре 1942 года был ранен и контужен. После полученных травм не смог вернуться в строй. Нас немец бомбил, потому что мы его не пропустили. Мы, значит, сказали, нам не надо, у нас есть Россия, мы, значит, будем защищать Россию. Здесь не пройдет ни один немец. Камбулат Гайсанов, как и тысячи других солдат, стоял насмерть во имя Родины. Но не все герои 40-х смогли увидеть капитуляцию фашистов и победный май. К сожалению, живых свидетелей и участников боевых сражений 40-х становится все меньше. Сохранить память о каждом и призван проект Минобороны «Дорога памяти». 2020 объявлен годом памяти и славы в рамках празднования юбилея. Со дня полного разгрома врага 9 мая исполняется 75 лет. Советские солдаты, в числе которых были и доблестные ингуши, освободили мир от фашистского ига. Память о тех, кто воевал на фронте или работал в тылу, хранят в каждой семье. А в скором времени будет увековечено и в подмосковном парке «Патриот». Юсуп Гелисханов, Асхаб Белакиев, Новости 24. В списках героев значится и имя Ахмета Дудургова. В рамках еще одного проекта «Лица Победы» мы расскажем о героической судьбе кавалера орденов Красного Знамени и Красной Звезды. В 23 года Ахмет Дудургов стал командиром полка, воевал под Смоленском и отличился в Сталинградской битве. Воспоминаниями о тех тяжелых военных годах он делился с родными и близкими. Зелимхан Калоев расскажет подробнее. Отважный офицер, герой Победы, он мужественно защищал рубежи Отечества от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Ахмет Дудургов, отличившийся настоящей отвагой и природным умом, добровольцем ушел на службу в армию в 1939 году. Образование, полученное в минометно-артиллерийском училище, позволило ему стать командиром минометной батареи 203-й стрелковой дивизии, входившей в состав Западного фронта. Зимой
по мерзлой воде через Дон они 2 расчета переправляли, чтобы немецкий штаб разбить. И в это время проломился лед, и 1 расчет полностью, пушка, люди, ну, эти солдаты, которые обслуживают пушку, ушли под лед. Отец не растерялся, быстро взял противотанковую связку, пробежал метров 15-20 вперед, на лед бросил эту связку, взорвал лед. В результате чего пушка, конечно, утонула, до метров 30-40, может, глубины было. Люди полностью все вышли живыми и здоровыми. Батарея под его командованием участвовала в боях на подступах к Смоленску и под Вязьмой, в районах Морозовца, Шахтинца и Усть-Белокалитвы. В этом небольшом поселении Ростовской области дивизион Дудургова потерял 20 товарищей, но врагу нанес большие потери. Уничтожив немало единиц боевой техники и живой силы, 1 вражеский танк лично подбил командир Ахмед Дудургов. Обманными маневрами добежал до этой гранаты, до 2-го убитого солдата. Взял эту гранату, подбил этот «Тигр». «Тигр» на месте развернулся, боком стал. Под прикрытием этого танка он подплывает под этот танк. И несколько убитых там тоже вот такие же, наверное, ребята лежали. Берет 2-ю гранату, связку из гранат, подбивает 2-й танк. Вот там и ему дали, вот представили его. Иван Степанович Конев, маршал Советского Союза, и начальник штаба Никита Сергеевич Хрущев, 2 его представили, написали представление на Героя Советского Союза. Свой след Дудургов оставил в легендарной Сталинградской битве. Об этом этапе своей фронтовой жизни он писал в мемуарах, уже вернувшись с фронта, чтобы сотни имен отважных товарищей с их подвигами и заслугами спустя десятилетия нашли отражение в книге, которая уже пишется. Эти мемуары он начал по просьбе вот тех людей, которые интересовались историей ингушского народа, то, как воевал, где, что. Это был Азиев Салман. Очень грамотный, умный мужчина с большой буквы. Вот по его просьбе он начал писать мемуары. Салман ушел, отец ушел. Сейчас эти мемуары, по-моему, страниц 70 от руки написано. Я передал, есть у нас Погоров, свой писатель, который именно сейчас собрался, пишет о нем книгу. Под Сталинградом Дудургов едва не погиб, получил тяжелое ранение, из-за чего больше не смог вернуться на фронт. За мужество, проявленное на полях сражений на Донском и Юго-Западном фронтах, он был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и за боевые заслуги. Орден мужества, орден Отечественной войны 1-й степени, за отвагу, 2 ордена боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды, за освобождение Сталинграда, 9 боевых наград. И дослужился с младшего лейтенанта, после окончания училища он получил звание младшего лейтенанта, дослужился до майора. И 4 месяца успел руководить, не руководить, а командовать полком, 203-м артиллерийским полком, входящий в состав Западного фронта. Свою любовь к родине Дудургов показывал и вернувшись с фронта. Он занимал руководящие должности. Большое внимание ветеран уделял воспитанию молодежи. Он был частым гостем в школах и СУЗах. В начале 70-х Ахмед Дудургов занимал должность председателя призывной комиссии при Назрановском районном военкомате. Давал наставления молодым людям, уходившим служить в армию. Ораторский дар, можно сказать. Был дар. Он умел уговаривать вот этих детей, не то что уговаривать. Он его настраивал, что они готовы были даже в гражданской форме тут же взять автомат и побежать в армию. До того он их готовил. Он и военным комиссаром работал, когда приехал с фронта. История, которую пишет вместе вся страна. Лица победы — это миллионы фронтовиков по всей стране и за ее пределами, героически приближавшие этот невероятно важный майский день. Десятки тысяч имен и фамилий тех, кто по сути и сотворил историю от Дня Победы и до наших дней. Верность, мужество, любовь к родине, знание того, что надо поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Именно с этими ценностями жил Ахмед Дудургов. Родные и близкие ветераны по праву гордятся светлой памятью о смелых братьях. И спустя 75 лет войны они называют в их честь своих сыновей, ведь ничто не забыто, и имя солдата тоже известно. Зелимхан Калоев, Жамал Тамасханов, Новости 24.
В МВД республики напоминают, получить справки о наличии или отсутствии судимости теперь можно в электронном виде. Справку можно получить через сайт единого портала госуслуг, который функционирует в круглосуточном режиме. От вас не требуется посещение информационного центра МВД. Первым делом, зайдя в личный кабинет в каталоге услуг, нужно выбрать государственную услугу – получение справки о наличии и отсутствии судимости. Выбрать тип услуги. Необходимо поставить отметку в нужном поле «Электронная услуга». Затем заполнить заявление, в этом случае указываются контактные сведения. При заполнении необходимо иметь скан паспорта. После всех манипуляций нужно выбрать способ получения ответа. На указанный электронный ящик придет письмо, информирующее о том, что заявление принято. Отслеживание информации можно в личном кабинете. Дополнительно заверять такую справку не нужно. Она подписана усиленной квалифицированной подписью и имеет такую же юридическую силу для работодателя, как и справка на бумажном носителе. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.